Добрый вечер, мы снова в эфире. Это значит, что в течение ближайшего часа, как и обычно, вас ждут краткий обзор событий минувшей недели, сюжеты о ее наиболее значимых информационных поводах, последний обзор ЧНЕТ новостей и инспекция ключевых событий мая в непричесанной истории Чеченской Республики. Все это сверстано из репортажей и материалов наших корреспондентов. На этой неделе в обойме событий вручение ордена «Честь нации» Рамзану Кадырову. Решение организации «Исламская конференция» в ближайшее время посетить республику. Начало работ по реконструкции Зиярата Кунта-Хаджи Кишиева. Просьба 90 жителей Грузии предоставить им возможность поселиться в Чеченской Республике. И отправка группы чеченских детей в Международный детский центр «Артек». Кроме того, как и обычно, обзор новостей виртуального мира, календарь событий апреля в истории Чеченской Республики и в конце программы «История жизни и смерти чеченского генерала от артиллерии Алиева Ирисхана Султангирея». И напомню, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра! Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден звездой ордена «Гордость нации». В мае Чеченскую Республику посетит комиссия организации «Исламская конференция». 8 жителей Чеченской Республики стали почетными донорами Российской Федерации. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Ситуация в Чеченской Республике после отмены режима контртеррористической операции будет обсуждаться в комиссии по Кавказу, которая действует в Верховной Палате Российского парламента. Кадыров вошел в топ ведущих политиков Российской Федерации. Вслед за Грозным отмену запрета на авиасообщение с зарубежными странами получил на неделе и Ставрополь. Об этом и не только в еженедельной подборке интернет-новостей минувшей недели. Исходя из исторических приоритетов, руководством Чеченской Республики, а именно президентом Рамзаном Кадыровым, инициирована и реализуется специальная национальная программа развития высокогорных районов республики. Как продвигается президентская программа и в чем ее значимость? Сражение между войсками генерала Граба и отрядом Тавшат-Хаджи, первый курултай этнических групп Северного Кавказа, решение Центрального исполнительного комитета Горской автономной Советской Социалистической Республики о снятии с довольствия шариатских судов. Это и не только в обзоре ключевых событий начала мая в истории Чеченской Республики. Кто он и откуда бывший правитель Чечни и генерал от артиллерии чеченец Ирисхан Султангирей Алиев? На эти и другие вопросы в постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». В рубрике «Экспресс-инфо», как обычно, наш топ из 10 наиболее ярких событий. На этой неделе в десятку новостей попали вручение Рамзану Кадырову ордена «Честь нации», рассмотрение на заседании правительства вопроса о социальной поддержке чеченских спортсменов, единая ученическая форма для учащихся общеобразовательных школ Грозного, назначение Умара Хамбиева на должность главного хирурга Чеченской Республики, восстановление мечети имени шейха Мансура и многое другое. Рустам Мугаев с обзором событий минувшей недели. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал лауреатом всероссийской акции «Здоровые дети. Сильная Россия». Он награжден звездой ордена «Гордость нации». Этой высокой общественной награды удостаиваются видные политические, государственные, общественные деятели, прославленные спортсмены, а также деятели физической культуры и спорта, которые внесли значительный вклад в развитие отечественного спорта. Акция в рамках долгосрочной акции «Здоровые дети. Сильная Россия» была организована российской компанией «Лига социального партнерства» при содействии Управления делами президента Российской Федерации. Цель акции – комплексное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья, пропаганда спорта, привитие навыков здорового образа жизни и формирование предпосылок спортивного лидерства в среде подрастающего поколения. В мае Чеченскую Республику посетит комиссия организации «Исламская конференция». Об этом заявил в СМИ член Комитета Совета Федерации Зият Сапсаби. Эта экспертная комиссия на месте определит наиболее важные объекты, которые планируется восстановить и построить в Грозном. Это серьезная помощь республике, потому что пойдет она не от гуманитарных организаций, а от ряда государств, отметил в этой связи сенатор. Сапсаби положительно оценил недавний визит парламентской делегации Чеченской Республики в Сирию. Мы впервые за 182 года с момента эмиграции мухаджиров-чеченцев в эту страну приехали к диаспоре. Это уже событие. Второе, были установлены прямые межпарламентские связи. Прошли также встречи с министром по делам вакуфов и верховным муфтием Сирии. В ходе встреч достигнута договоренность о том, что в будущем году в республику будет направлена группа преподавателей из Сирии по конкретным дисциплинам, шариату и арабскому языку, которая будет работать в Исламском университете в Грозном, отметил Зият Сапсаби.
Многопрофильная республиканская детская клиническая больница должна функционировать уже в начале июля этого года. Такую задачу президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил перед министром здравоохранения Чеченской Республики Шахидом Ахмадовым. Строящееся в Грозном трехэтажное здание больницы включает в себя 4 корпуса – поликлинику, административный корпус и 2 стационара. Стационарное лечение в больнице смогут пройти 400 детей. По прогнозам, консультативно-диагностическая поликлиника, которая будет входить в комплекс, сможет принять в день 240 пациентов. Помимо строительства самой больницы обустраивается и прилегающая территория. Строится фонтан, разбиваются аллейки, создается небольшая парковая зона и детская площадка. Работы на объекте ведутся в 3 смены. Вовремя подвозится весь необходимый строительный материал. Не возникает проблем и с финансированием. На расширенном заседании правительства Чеченской Республики под председательством премьер-министра Одесса Байсултанова обсужден и рассмотрен вопрос о социальной поддержке спортсменов с высшими достижениями и их тренеров. В ходе заседания Министерством Чеченской Республики по физической культуре, спорту, туризму на рассмотрение правительства представлен проект закона о социальной поддержке спортсменов с высшими достижениями и их тренеров. По мнению специалистов Минспорта, в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта требуется принятие дополнительных организационных мер. Как считают специалисты, принятие закона позволит стимулировать стремление спортсменов к высшим спортивным результатам, а материальное стимулирование спортивных достижений приведет к массовому вовлечению населения республики к занятиям физической культурой и спортом, что позволит значительно оздоровить и реабилитировать население Чеченской Республики и отвлечь детей, подростков и молодежь от антисоциальных проявлений. В селе Илисхан-Юрт Чеченской Республики начата работа по реконструкции священного места Зиярта Хаджи Мазлах. Святыня была построена на месте, где в свое время жил известный в исламском мире шейх и богослов Кунта Хаджи Кишиев. Посещение этого места может излечить от многих недугов. По заверению главы местной администрации, ежедневно Зиярт посещает до 500 человек, а в праздничные дни до 2-3 тысяч человек. Святыня устанавливается по поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Курирует работу председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов. На месте проведения установительных работ уже начато благоустройство прилегающей территории, ведется укладка тротуарной плитки, строятся места для отдыха паломников. Сообщается, что в ходе реконструкции будет расширена комната для совершения намаза, а также место проведения религиозных обрядов. Ремонту подвергнется и ведущая к святыне дорога протяженностью около 2 километров. Все работы будут завершены до конца лета. В Республиканском центре переливания крови прошли торжественные мероприятия, на которых было объявлено о присвоении высокого звания почетный донор Российской Федерации 8 жителям Чеченской Республики. Директор Департамента Министерства труда, социальной занятости и развития Чеченской Республики Исмаил Гагалов в торжественной обстановке вручил донорам удостоверения и ценные подарки. Звание почетный донор присваивается лицам, которые пополнили банк крови более 40 раз. Среди отличившихся заместитель министра здравоохранения Рукман Бартиев и Висит Загаев, сдающий кровь регулярно на протяжении 40 лет. Более 80 визитов для сдачи крови на счету и у Святослава Шепелева. В адрес этих людей прозвучали самые теплые слова и искренние пожелания здоровья и долгих лет жизни. Напутствие получили 2 молодых жителей республики, пополнившие в ходе мероприятия ряды доноров и впервые сдавшие кровь. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на встрече с народной артисткой России, известной телеведущей Ангелиной Вовк, высказал восхищение талантом и человеческими качествами знаменитой тети Лины, сообщает пресс-служба главы республики. Благодаря вашей доброте и вашему проникновенному голосу вы стали любимицей нескольких поколений детей. Вы остаетесь самой обаятельной и популярной телеведущей в истории отечественного телевидения. От имени жителей республики, от себя лично, хочу выразить вам слова благодарности за вашу деятельность и хочу пожелать вам удачи в реализации намеченных планов, отметил Рамзан Кадыров. В свою очередь, гостья поделилась с главой республики впечатлениями от пребывания в Грозном. По ее словам, ей прежде не приходилось бывать в республике, и она поражена современным видом чеченской столицы. Сообщается, что Вовк посетила Грозный в составе делегации Международного союза благотворительных организаций «Мир добра», прибывшей в Грозный с целью вручить президенту Чеченской Республики орден мира первой степени, а также диплом миротворца. Департамент образования Грозного вводит для учащихся общеобразовательных школ Грозного единую ученическую форму. В связи с этим 6 различных моделей школьных форм были представлены в гимназии номер 1 Грозного. Оценивали форму сотрудники Департамента образования столицы, представители Ассоциации ученических самоуправлений и председатели школьных родительских комитетов. Организаторы уверены, что введение единой ученической формы позволит избежать деления учащихся по социальному признаку. Не исключается и то, что нововведение повысит в школах дисциплину. Отметим, что форма разрабатывается для учащихся начальных, средних и старших классов. Обязательным атрибутом новой формы должен стать значок учащейся Грозного. Грозный станет первым муниципальным образованием среди городов и районов Чеченской Республики, в школах которого будет введена единая школьная форма.
Работа по разработке единой формы для школьников инициирована главой администрации Грозного Муслимом Кучиевым. Главным хирургом Чеченской Республики назначен Умар Хамбиев, который до последнего времени работал хирургом в сельской больнице. Об этом заявил на встрече с жителями селения Биной Нажирутовского района президент Республики Рамзан Кадыров. Приказ о его назначении на днях подписан министром здравоохранения Чеченской Республики Шахидом Ахмадовым. Хамбиев высококлассный специалист для свою врачебную практику, он провел несколько тысяч сложных операций. Я надеюсь, что его опыт и талант переймут и наши молодые специалисты, прокомментировал это кадровое решение Рамзан Кадыров. Напомним, что Хамбиев считался министром здравоохранения Ичкерии с 1997 года. В ходе второй чеченской кампании, освободившись из лагеря после задержания федеральными войсками, опасаясь преследований, Хамбиев был вынужден выехать за рубеж. Вернуться на родину в ходе визита в Рим в свое время ему предложил и президент России Владимир Путин. Однако вернуться из эмиграции хирург смог лишь в августе прошлого года. На днях началось восстановление мечети имени шейха Мансура, находящейся в поселке Новый Алды Заводского района Чеченской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Чеченской Республики. В связи с военными действиями на территории республики, эта значимая мечеть длительное время оставалась недостроенной. На днях здесь начались внутренние и наружные отделочные работы. Одновременно ведется облагораживание прилегающей территории. Средства на восстановление мечети выделил региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, отметили в муфтияте. По словам кадия Заводского района Шамхана Хамадова, мечеть имени шейха Мансура будет иметь 6 минаретов и рассчитана на 2000 прихожан. Мечеть расположена в живописном месте при въезде в Грозный с юго-западной стороны. Рядом с мечетью планируется построить также медресе и зияр. В начале марта Рамзан Кадыров подписал указ об ограничении времени продажи алкогольной продукции. Свое решение Рамзан Кадыров объяснил тем, что в последнее время увеличился рост преступлений, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Почему проблема достигла таких размеров? Что президенту лично пришлось вмешаться в дело отрезвления общества. В своем сюжете об этом рассуждает Тагир Салаханов. В начале марта президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%. Сам Кадыров свое решение объяснил тем, что в республике в последнее время увеличился рост преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее распространенными преступлениями являются вождение транспорта в нетрезвом виде, влекущие многочисленные жертвы среди населения, а также рост бытового пьянства, в ряде случаев заканчивающийся убийствами. Кадыров своим указом постановил ограничить время розничной продажи алкогольной продукции, определив время ее продажи ежедневно с 8 до 10 часов утра, а в период священного месяца Рамадан вообще запрещена торговля спиртным. Особое внимание глав районов президент республики обратил на необходимость упорядочения выдачи лицензий на разрешение торговли алкоголем и повышения уровня персональной ответственности в случае нарушения принятого закона. Каждый руководитель знает именно, что он должен делать, как он должен это все делать. Да, так что это я вас собрал, я сегодня подписал указ, шагал проект, я не знаю, как это сегодняшний день в республике, а только в Шинсаке, веду ходать, это дух штеги, да, он точно еще именно по вашей вине, по вине главы района, все халатность стало там больше. Точно знаю, что лицензия еще, что я на телефончик говорю, то она лицензия больше, лицензия еще, да, она закон Российской Федерации нарушает вещь, или закон Российской Федерации нарушает вещь, что она вы за лицензию, за марка, что она продавали, опять, да, она вы, когда мы начали этим заниматься, когда вы уровень снизить мир. Почему же так получается в исконно-исламском обществе, в народе, который гордится своими красивыми и чистыми традициями, среди тех, кто пережил все мыслимые испытания современного мира и выстоял? И почему проблема достигла таких размеров, что президент лично решил навести порядок, волевой указ которого только начало отрезвления общества? Чеченское общество испокон веку держится на 3 китах – вере, морали и чести. Всем 3 перечисленным качествам непременно должен был соответствовать каждый уважающий себя чеченец. Соответственно, эти качества характеризовали и весь народ. Нарушение или пренебрежение перечисленным вело чеченца к потере лица, а потерять лицо для мужчины и коноха было страшнее самой жестокой смерти.
Почему я начал свой рассказ из таких глубин истории? Да потому что сегодня 3 этих качества обесценились настолько, что теряют это самое лицо просто походя, между прочим. Самое неприятное свидетельство сказанному – алкоголизм и наркомания, которые еще, к сожалению, можно у нас наблюдать. Проблема наркомании на сегодняшний день стоит не так остро. Еще Ахмад Хаджи Кадыров поставил наркоманию в один ряд с самым страшным злом нашего времени – религиозным экстремизмом. «Смерть ваххабитам, нет наркотикам» – именно так звучал его лозунг. Что ж, с удовлетворением можно отметить, что оба фигуранта сего лозунга пребывают в Чеченской Республике примерно в одинаковых условиях. Хребет ваххабитов сломан. Наркотиков в республике тоже не густо. Купить так называемую травку – очень сложная проблема, а уж героин, кокаин или другие формы тяжелых наркотиков даже служба наркоконтроля видит все реже и реже. Потребители раз-два и обчелся, так какой резон его вести наркоторговцам? Продавать некому, а нападет на след наркоконтроль или другие защитники правопорядка, и деньги потеряешь немалые, а то и в кутузку загремишь. Одним словом, наркотики для Чеченской Республики не представляют серьезной угрозы. А вот алкоголь – тут прямо беда. Даже в советское время, где водки и пиво было залейся, а государство не препятствовало питью, увидеть пьяного на улицах чеченских сел и городов было редкостным зрелищем. Если кто-то, не будучи истинным мусульманином и пренебрегал запретами шариата, то укоризненный взгляд старой женщины или, не дай бог, риск встречи с кем-то из старших своего рода или фамилии действовал как очень сильно сдерживающий или, уж простите за каламбур, отрезвляющий фактор. Если мы призываем бороться с наркоманией, то почему мы не обращаем внимания на злостное пьянство, несущее одинаковые угрозы для общества, подчеркнул Кадыров. Более того, он предусмотрел возможные нападки на него в связи с подписанным им указом. Я думаю, что найдутся доброжелатели, считающие себя защитниками прав потребления алкогольной продукции. Точно так же было, когда я ограничил в течение недель действия игорного бизнеса на территории республики. Однако результатом такого решения стало понижение уровня преступности. Более того, прошло немного времени, и в ряде регионов России приняли такое же решение, отметил Рамзан Кадыров. Закон сахду, нарушать решил делать. Шел на то, без закона нарушать решил. Ком, ночью, ком, рыло, руло, адут, саду, хожду. И хай моментом феддона, молодежку, просто. Прокурор Чеченской Республики Михаил Савчин, комментируя решение Рамзана Кадырова, полностью его поддержал, хотя и отметил, что возможно расширение изготовления алкогольной продукции кустарного производства и отток денежных средств приграничной с Чеченской Республикой регионы, где нет подобных ограничений. Хотелось бы возразить и прокурору республики. Нет, Михаил Михайлович, не будут у нас варить самогон, и суррогатной выпивки тоже не будет. Залогом тому и отсутствие подобного опыта у чеченцев в прошлом, и что важнее, как отметил Рамзан Кадыров, комплексное решение проблемы. Она по границе полностью укрепительна, и полностью доходит сигару, цикучу, спирта, реакта, тановая адепта, 500 литров спирту на устье районе. Плюс 20 тысяч адептов, 12 материалов по 238 статье, еще. Кроме того, за последние 9 месяцев в республике не было ни единого случая отравления паленой водкой. Это сообщил уже Минздрав. Столь жесткое решение проблемы алкоголизма было обусловлено двумя причинами. Во-первых, в рамках духовно-нравственного воспитания молодежи нельзя допустить, чтобы истинные ценности ислама и красота традиций чеченского народа были подменены прозападным культом, суть которого тлен. А во-вторых, пьянство за рулем в нашей республике достигло таких угрожающих размеров, что без жестких мер просто не обойтись. Как сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Чеченской Республике Иса Сааев, за 2008 год на территории республики зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 199 человек погибли и 481 травмирован. Пресечено 1700 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только вдумайтесь в эти цифры, учитывая тот факт, что всего в Чеченской Республике зарегистрировано только 160 тысяч единиц автотранспорта, то есть каждый 10-й водитель потенциально пьян. Слова президента республики о том, что пьяный за рулем и террорист для него одно и то же, и тот и другой убивает людей, становятся очень понятными. Пример Гуч, уонник малелди, дигник халат, хаштотик малелди бошу. Бог мабуем буй. Но таган абиш бол.
Родители демократии и разномастные защитники гражданских свобод чеченцев, которые, как правило, защищают их откуда-то издалека, из-за бугра, завизжали о тоталитаризме, культе личности, нарушении прав человека и прочих страстях. Ну что вы, господа, указ президента Чеченской Республики не нарушает ни один существующий закон, как самой республики, так и Российской Федерации. Известно, что в Сальвадоре в 70-е и 80-е годы пьяных водителей расстреливали, а в Малайзии любителя сесть за руль под шофе до сих пор сажают в каталажку вместе с женой. Представляете, что ему, бедному, придется пережить? Чтобы родителям так называемых прав было еще спокойнее, можно привести другой пример. Буквально несколько лет назад было много визга вокруг введенного Кадыровым запрета игровых автоматов. И что? Через некоторое время примеру Чеченской Республики последовали в других краях и областях необъятной родины. А сейчас и вовсе на федеральном уровне одноруких разбойников загнали туда, куда Макар телят не гонял, в дебри Алтая и к самой китайской границе. И мир от этого не перевернулся, но преступлений на почве игромании в России стало в разы меньше. Да и подпольный игровой бизнес, предрекавшийся некоторыми экспертами, так и остался бумажной страшилкой. Я чеченец. Для меня, как и большинства моих соплеменников, вера, мораль, честь – не пустые звуки. Мне больше по душе та молодежь, которая посещает мечеть или учится в институте, чем та, что по вечерам пьет пиво и водку. Образ чеченской женщины для меня ассоциируется с красивыми, скромными и верными женщинами, а не с этими двумя красавицами, 3 часа ночи в пьяном виде шляющимися по улицам. Уже о многом говорит подозрительным. Кроме всего этого, чего дитя, дочь, белая дочь, Сегодня чеченская молодежь заявляет о себе многими полезными делами в труде, спорте и общественной жизни. Вот и нынешний указ Рамзана Кадырова вызвал их среди сильный резонанс. В Грозном прошла акция «Война на дорогах», организованная патриотическим клубом «Рамзан» совместно с УГИБДД МВД Чеченской Республики. Цель акции – информирование водителей о последствиях нарушений правил дорожного движения и скоростного режима. Активисты патриот-клуба «Рамзан» раздавали брошюры, в которых содержалась информация о количестве дорожно-транспортных происшествий, а также на иллюстрациях были показаны реальные случаи ДТП. Здесь содержится обращение от имени патриотического клуба «Рамзан» к водителям с призывом беречь свою жизнь и жизнь окружающих. Да, действительно, проблема решается в комплексе. Во-первых, это не сухой закон, инициированный государством, полный запрет. Неудачная попытка Михаила Сергеевича Горбачева конца 80-х годов многим, думаю, памятна. Народ как пил, так и продолжал пить. Но уже не качественную заводскую продукцию, а разную сивуху. Расцвело самогоноварение, тысячи человек отравлялись суррогатами, гибли, а казна не досчиталась огромных сумм. Инициатива ограничения продажи спиртного в нашей республике идет от самого народа, и указ президента только своевременное и грамотное реагирование. Более того, это позволит существенно снизить число ДТП. Учитывая строгость наказания за езду в нетрезвом виде, это окажется очень действенным. И, наконец, молодежная политика, проводимая в республике, направлена на постепенный и полный отказ чеченской молодежи от алкоголя. Разве это все плохо? Нет, это все отлично. И истинные результаты мы сможем наблюдать через пару лет. Надеюсь, что к тому времени алкоголизм Чеченской Республики отомрет как социальная проблема. И слова великого Льва Николаевича Толстого снова станут актуальны применительно к чеченцам. А говорил великий так: лучшая культура питья у чеченцев, они совсем не пьют. Да, дорогие чеченцы, историческая необходимость и правота принятого решения налицо. Мы победили международный терроризм. Мы почти полностью извели в республике наркотики. Справимся и с пьянством. Древние были мудры, и если бы выпивка была благом, не назвали бы они ее зеленым змеем. Чеченская республика во всемирной паутине. Есть в этой паутине чеченский сегмент. Это то, что чеченские пользователи гордо именуют Чинетом. Что говорит о нас сеть и о чем в ней говорим мы? На минувшей неделе сеть говорила и заговорила о том, что в этом году впервые сразу 50 чеченских детей отправятся в Центр международного отдыха «Артек». О том, что сразу 90 жителей Грузии попросились на постоянное место жительства Чеченскую республику. И о том, что у нас на каждую 1000 человек приходится 75 автомобилей. Обо всем этом и другом более подробно в рубрике «Чинет-инфо». На этой неделе обнародован традиционный, на этот раз апрельский, список 100 ведущих политиков Российской Федерации. В числе одного из немногих региональных руководителей, продемонстрировавших усиление влияния в апреле, как и всегда, стал Рамзан Кадыров, что, очевидно, на этот раз связано с прекращением контртеррористической операции в Чеченской Республике. Позиции других региональных лидеров относительно стабильны, хотя и невероятно далеко отстают от президента Чеченской Республики. Речь идет о губернаторах Красноярского края Александре Хлопонине, 90-е место, и Краснодарском
Краснодарского края Александре Ткачеве, 96-е. За пределами топ-сотни в апреле оказались глава Кемеровской области Аман Тулеев, 104 место, и губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, 105 место. Однако в политическом бомонде даже эти показатели воспринимаются как успех и определенное влияние в общественно-политической жизни страны. В Главном управлении Генпрокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе озабочены ростом безработицы на юге России. В настоящее время в субъектах Южно-федерального округа зарегистрировано более 700 тысяч безработных, заявил начальник Генпрокуратуры ЮФО Валерий Мачинский в СМИ в среду. Мачинский напомнил, что на 1 августа прошлого года на территории Южного федерального округа было зарегистрировано 234 тысячи безработных. При этом следует отметить, что высокий процент безработных в Чеченской Республике вполне объясним, чего не скажешь о соседних регионах. Тем не менее, в республике отмечается тенденция активных темпов ликвидации уровня безработицы в регионе. Этому способствует ряд экономических программ, инициированных руководством республики. По данным Росстата, в первом квартале этого года в России введено в эксплуатацию около 115 тысяч квартир общей площадью более 10 миллионов квадратных метров, что составило около 103% к соответствующему периоду прошлого года. Так, за счет собственных и заемных средств населения введено в строй более 40 тысяч жилых домов общей площадью около 6 миллионов квадратных метров, что составило более 102% к первому кварталу прошлого года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила в целом по России более 52%. Самые высокие показатели отмечены в Чеченской Республике и Республике Тыва, Амурской и Тульской областях и в Ненецком автономном округе. Наиболее низкие показатели отмечены в Краснодарском крае, Республике Башкортостан, а также в Ростовской и Тюменской областях. Вслед за Грозным отмену запрета на авиасообщение с зарубежными странами получил на неделе и Ставрополь. Как следует из подписанного Владимиром Путиным постановления, премьерам поручено в ближайшее время возобновить воздушное сообщение аэропорта Ставрополя с зарубежными странами. Ожидается, что с возобновлением международных перелетов Ставрополя, который является крупнейшим из ближайших Чеченской Республики авиаузлов, возобновится авиасообщение в Азербайджан, Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию и ряд других ближневосточных стран. Запрет был введен в 1999 году в целях предотвращения проникновения на территорию Российской Федерации членов зарубежных террористических организаций. Напомним, что в середине апреля был отменен приказ, согласно которому территория Чеченской Республики объявлялась зоной проведения контртеррористической операции, что и стало основой снятия ряда ограничений не только в самой Чеченской Республике, но и в ряде соседних регионов. Ситуация в Чеченской Республике после отмены режима контртеррористической операции будет обсуждаться на заседании комиссии по Кавказу, которая действует в Верхней палате парламента, заявил СМИ глава комиссии и первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин после возвращения из Чеченской Республики. Вице-спикер посетил республику с целью на месте ознакомиться с ситуацией, которая складывается в регионе после отмены режима КТО. Глава комиссии подчеркнул, что ограничения, которые накладывались в рамках режима КТО, сдерживали экономическое развитие республики. В ходе поездки мы обсуждали возможность создания в регионе особой экономической зоны, которая позволит решить проблему безработицы, причем не только в самой республике, но и в близлежащих регионах, заявил Торшин. Он объявил, что намерен проинформировать членов комиссии о результатах своей поездки. Чеченская республика отстраивается, жизнь здесь налаживается. Республика полностью перешла на мирные рельсы, заявил Торшин. В Федеральную миграционную службу по Чеченской Республике обратилось 90 жителей Грузии с просьбой предоставить им статус беженца. По словам руководителя ведомства Асуду Даркаева, большинство из них этнические чеченцы. Люди просят оформить им визы и другие документы для возвращения на родину. Основная причина такого желания – недавний конфликт с Южной Осетией. В настоящее время коллективное ходатайство обратившихся рассматривается в установленном федеральным законом порядке. Напомним, что в этом году в республику возвращено 760 семей, более 3000 человек из Ингушетии, проживавших в местах компактного проживания. В целом, с 1999 года домой вернулось порядка 350 тысяч человек. Всего с начала 90-х годов республику покинуло более 500 тысяч человек. Люди приезжают, и это является свидетельством того, что ситуация в республике больше не вызывает опасения. Проводимая руководством региона политика направлена на укрепление стабильности в регионе, создание достойных условий жизни.
Россия все больше автомобилизируется. Бум автопродаж последних лет привел к заметному росту обеспеченности россиян легковыми автомобилями. Всего за 4 года она увеличилась на 50 пунктов и составила 225 машин на 1000 человек, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». В рейтинге регионов автомобилизации по итогам 2008 года первые 2 места занимают Москва и Санкт-Петербург, где на 1000 жителей приходится более 300 авто, что максимально приближено к европейскому уровню. Неплохие результаты демонстрирует и Дальний Восток, Приморский край, Сахалин и Камчатка, расположившиеся с 5 по 8 строчки списка. Результаты по автомобилизации в Дагестане и Чеченской Республике с показателями в 71 и 75 автомобилей, соответственно, на 1000 жителей. Однако даже эти республики в последние несколько лет демонстрируют стабильный рост обеспеченности населения автотехникой. Группа детей из Чеченской Республики в этом году отправится на отдых в Международный детский центр отдыха «Артек». Об этом сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на встрече с представителями Международного союза благотворительных организаций «Мир добра», посетившими на этой неделе республику. «Мы оплатим поездку 50 детям, особо нуждающимся в оздоровлении», отметил в этой связи Рамзан Кадыров. При этом он подчеркнул, что руководство республики намерено восстановить индустрию детского отдыха. По его словам, ежегодно в соседней республике на отдых выезжают несколько десятков тысяч детей. В этом году мы отправим на оздоровительный отдых более 35 тысяч детей. В основном это Ставропольский и Краснодарский края. Все это влечет за собой большие затраты. К тому же у нас более 30 тысяч детей-инвалидов. Организация их отдыха остается для нас сложным вопросом, цитирует слова президента Чеченской Республики в СМИ. Недавняя отмена режима контртеррористической операции в Чеченской Республике предполагает, что работа в регионе представителей иностранных СМИ будет осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим и в других регионах страны. В настоящее время уточняются вопросы практической реализации данного решения, отметил официальный представитель МИД Российской Федерации Андрей Нестеренко. Учитывая реалии сегодняшнего дня и исходя из исторических приоритетов, руководством Чеченской Республики, а именно Рамзаном Кадыровым, инициирована и реализуется специальная национальная программа развития высокогорных районов. На этой неделе президент лично инспектировал ход восстановления Ножеюртовского района. Как продвигается президентская программа, в чем ее значимость, кто и как осуществляет ее финансирование. Как известно, в Российской Федерации в настоящее время реализуется ряд приоритетных национальных проектов, таких как здравоохранение, образование, доступное жилье. В дополнение к ним, каждый из российских субъектов разрабатывает и реализует собственные программы и проекты, направленные на развитие той или иной сферы общественной жизни. Так, для Чеченской Республики таким проектом становится возрождение горных районов и возвращение в них жителей. В рамках именно этого проекта на прошедшей неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров и совершил инспекционную поездку в высокогорный Ножеюртовский район Чеченской Республики. В ходе поездки он посетил Ибиной, где встретился с жителями этого горного села. В беседе с ними Кадыров отметил, что приехал узнать их проблемы и настроения. В свою очередь, местные жители заверили Рамзана Кадырова в своей поддержке его курса на развитие республики и поблагодарили за оказанное внимание к их проблемам. Глава республики отметил, что основная задача руководства – обеспечение достойной жизни в высокогорных районах республики. При этом он подчеркнул, что в целях возрождения именно этих районов и разработана в республике социальная национальная программа. Он подчеркнул, что в рамках этой программы текущий год объявлен годом возрождения Ножеюртовского района и заверил, что в ходе его восстановления ни один населенный пункт не будет забыт. Совсем недавно, по историческим меркам, горные районы Чечни были достаточно плотно заселены. Например, в начале 40-х годов прошлого столетия население современного Шатойского, Итумкалинского и Шаройского районов составляло не менее 120 тысяч человек. Сегодня в этих местах живет на порядок меньше людей. К тому же горные районы являлись центрами развитого животноводства. Причем здесь сложилась особая форма отгонного животноводства, позволявшая горцам содержать большое количество мелкого рогатого скота. Дело в том, что несмотря на наличие богатейших альпийских пастбищ, в горах чрезвычайно сложно собрать достаточное количество кормов на зиму. Эта уникальная система хозяйствования, сложившаяся на Кавказе еще несколько тысяч лет назад, была разрушена в Чечне до основания.
Первым ударом по ней стала депортация 1944 года, а с восстановлением республики в 1957 году власти решительно воспротивились возвращению основной массы горцев на свои исконные места обитания. Связано это было в основном с тем, что горский тип хозяйствования никак не укладывался в рамки принятого в СССР коллективного хозяйства. Разбросанные по горам хутора невозможно было по-настоящему объединить в колхозы и совхозы. Более того, в 1965 году власти Чечено-Ингушетии развернули широкую кампанию по ежегодному переселению жителей горных районов на равнину. Еще одним ударом для горных районов стали массовые оползневые явления конца 80-х годов, что привлекло к вынужденному переселению на равнину не менее 20 тысяч горцев. Окончательный удар небольшим горным селениям нанесли две чеченские войны, вынудившие основную массу и без того немногочисленного населения горных районов бежать подальше от родных мест. Впоследствии далеко не все из них смогли вернуться к родным очагам. Сегодня практически полностью обезлюдили такие значимые для чеченской истории районы, как Наш, Галанчош, Чаберлой и другие. Именно поэтому в республике по инициативе Рамзана Кадырова разработана и работает специальная программа по возрождению горных районов. Разработка проектов, направленных на развитие горных районов, была начата еще в 2006 году. Именно тогда, с учетом условий и особенностей горной местности в районах, и были разработаны собственные проекты. Свои программы развития тогда представили Шаройский, Веденский, Курчалойский и Нажаюртовский районы. На основе всех этих проектов и была разработана общереспубликанская программа. Все эти соображения плюс возможные экономические выгоды лежат в основе стремления чеченского руководства в кратчайшие сроки возродить горные районы Чечни и вернуть в горы как можно больше людей. Причем наряду с программами по поднятию целых горных районов к реализации принимаются и проекты по возрождению отдельных сел. К примеру, 2008 год был объявлен годом Веденского района. За это время в районе было выстроена масса объектов социального значения от спорткомплексов до школ, больниц и дома для жителей. Нынешний 2009 год – год Нажаюртовского района, и его ожидают не меньшие перемены. В ближайшем будущем очередь дойдет и до других горных районов. В реальности планов чеченского руководства убедился и первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, который недавно побывал в республике с визитом. Он высоко оценил работу руководства по восстановлению горных районов республики и отметил, что впечатлен от того, что увидел. За 2 последних года в районах произошли существенные изменения. Во всех населенных пунктах проведены газопроводы, электричество, восстановлены социальные объекты, жилые дома, мечети, парки отдыха, строятся мини-заводы, позволяющие создать рабочие места, создаются условия для занятости местной молодежи. Как только здесь эта дорога будет дальше сделана, я чувствую, это будет одно из самых привлекательных мест для гребня. Вот прошлое лето, там везде было занято места. Все палатки поставили там. Да, с Украины, с Подмосковья, с Ростова, со Ставрополя приехали люди отдыхать. После ряда встреч жителей горных селений, которые при всем желании не могли в них вернуться, президентом Рамзаном Кадыровым было дано поручение восстановить горные села. При этом речь идет не о простом строительстве новых домов для горцев. Ставится более широкая задача по восстановлению экономики, развитию бизнеса и созданию большого числа постоянных рабочих мест. Предусмотрена программа и финансирование всех планируемых работ. Основную часть нагрузки на себя взяли республиканский бюджет и региональный общественный фонд имени Ахмадхаджи Кадырова. Дополнительное финансирование подразумевает активное привлечение инвесторов и социальные соглашения с различными финансовыми структурами. Один из примеров такого подхода – заключенное 13 апреля соглашение о партнерстве между руководством Чеченской Республики и правлением открытого акционерного общества Россельхозбанк, подписанное президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и председателем правления открытого акционерного общества Россельхозбанк Юрием Трушиным. Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на поддержку и развитие сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, улучшение условий проживания на селе. Чеченская сторона будет осуществлять финансирование мероприятий госпрограммы за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. В свою очередь, Россельхозбанк будет ежегодно увеличивать кредитные вложения в АПК Чечни. Соглашение заключено сроком на 5 лет. Мы наоборот, в период кризиса, в соответствии с договором, который мы подписали с Рамзаном Ахматовичем, будем увеличивать кредитный портфель, увеличивать кредитование реального сектора, дабы поддержать экономику республики, создать рабочие места и сгладить те кризисные явления, которые сегодня есть.
Относительно Нажаюртовского района. В данное время в районе уже полным ходом воссоздаются здания школ, больниц, строятся дороги и мосты. В горах от аула к аулу прокладываются асфальтированные дороги. Такого здесь, по словам местных жителей, не было даже в период расцвета советской власти. Особенно жителей района радует строительство новых зданий. Большое внимание уделяется строительству дорог и мостов. Уже построены дороги, соединяющие села Мехкиты, Нажаюрт, Нажаюрт-Саясан, Нажаюрт-Биной. В настоящее время идет ремонт дороги, связывающей селение Замаюрт с селом Галайты. Сегодня Чеченская Республика демонстрирует миру модель мирного развития в тяжелый поствоенный период. Социально-экономическое развитие республики строится на основе действующих законов Чеченской Республики и Российской Федерации. Восстановлено и построено заново сотни жилых домов и мечетей, школ и больниц, детских садов и ветлечебниц, домов культуры и административных строений. Программа возрождения горных и высокогорных районов также дает свои результаты. Газифицированы и электрифицированы даже те села, в которых ни газа, ни света не было и в советские времена. Если горные села раньше соединяли узкие тропы или разбитый проселок, то теперь в большинстве мест уложены асфальтированные дороги. Надо отметить, что дни сдачи объектов в горах превращаются в настоящие праздники. Каждое открытие сопровождается религиозными обрядами, а также концертами художественной самодеятельности. А это значит, что в высокогорные районы республики возвращается жизнь. И хвала Аллаху, жизнь, достойная чеченских гор. История Чеченской Республики – это в значительной степени история нашего общества, которая парадоксальным образом до сих пор остается малоизученной. Именно поэтому эта рубрика задумана как обзор ключевых событий чеченской истории, определявших ее дальнейшее развитие. Сверимся по времени и просмотрим события в непричесанной чеченской истории. Итак, хронология памятных дат мая в зеркале времени и в нашей постоянной рубрике «Хронограф». В мае-августе 1785 года начинается первый этап восстания под руководством легендарного шейха Мансура. Уже 6 мая в ответ на призыв шейха Мансура к вооруженному сопротивлению в аул-Алды выдвигается отряд полковника Пири. В составе отряда Астраханский полк, батальон Кабардинского пехотного полка и 2-я гренадерская рота Тенгингинского пехотного полка и сотня казаков Терского полка. В схватке по чеченским селениям Алды в неудачной вылазке отряда против восставших горцев адъютант полковника Пири, унтер-офицер Багратион, был захвачен горцами в плен, но пораженный мужеством и отвагой молодого офицера Багратион был добровольно выдан царской администрацией. Позже Петр Иванович Багратион войдет в историю как российский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. 4 мая 1830 года чеченский предводитель Авка с отрядом 400 человек выдвигается в Гимры для соединения с имамом Дагестана и предшественником имама Гамзатбека, имамом Газимагомедом, чтобы поддержать последнего в его вооруженном сопротивлении царским войскам. Газимагомед, который известен в литературе и отечественной историографии под именем Казимула, в 1829 году при активной поддержке знаменитого проповедника Мухаммада Аль-Яраги избирается первым имамом Дагестана. Восстание длилось недолго, уже на третий год, 29 октября 1832 года царские войска вошли в Тимирхан-Шуру и штурмом взяли укрепление у подступов к аулу Гимры. В одной из каменных башен находился имам и 50 его ближайших соратников. Практически все оборонявшиеся, в том числе и Газимагомед, погибли. В живых осталось только 3 человека. Один из них, Шамиль из Гуниба, позже станет 3-м имамом Дагестана. 10 мая 1839 года у селения Мескиты происходит сражение между войсками генерала Грабе и отрядом Ташу-Хаджи. В этом бою получает ранение и поручик Милютин, будущий военный министр Российской Федерации. В ожесточенном бою Ташу-Хаджи под натиском многочисленного противника терпит поражение и отступает к Биною. Ташу-Хаджи, именуемый в источниках Андреевским мулой, а чеченцами Вовк-Хаджа, Большой Хаджи, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов XIX века. Соратник
Внук Шамиля Ташухаджи – крупная политическая фигура имамата и самый грозный конкурент Шамиля в 30-е годы. Фактически это был самостоятельный лидер, возвысившийся благодаря своему незаурядному предводительскому дарованию. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд, на котором рассматривались две основные кандидатуры на пост имама – Шамиль и Ташухаджи, большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, сохранил независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. 3 мая 1905 года население Автуринского сельского общества Грозненского округа через своих представителей обратилось с прошением на имя наместника Кавказа о нехватке земли. Ранее, в 1879 году, был составлен проект о землеустройстве горцев, крестьян Нагорной полосы. В основу этого проекта было принято положение о размежевании Закавказского края. Авторы предлагали, чтобы все земли Нагорной полосы Чеченской Республики, состоявшие в распоряжении правительства и не получившие до настоящего времени никакого устройства и назначения, распределить между аулами. В этом проекте, состоявшем из 126 параграфов, предусматривалось и наделение землей малоземельных и безземельных горцев. Однако проект не был осуществлен, и вопрос о размежевании оставался открытым. Горцы находились в крайне тяжелых условиях малоземелья. В прошении предлагалось рассмотреть вопросы землеустройства и закрыть этот весьма больной вопрос. 3 мая 1917 года, через несколько месяцев после февральской революции и несколько месяцев фактического безвластия в стране, в театральном салоне города Теркала, ныне Владикавказ, прошел первый Курултай, на который были приглашены представители всех этносов Северного Кавказа. На Курултае был избран Центральный комитет Северного Кавказа и Союза горцев Дагестана, высший руководящий орган, носящий характер Временного национального управления. 14 мая 1917 года на первом съезде горских народов Северного Кавказа во Владикавказе приняты политическая программа и Конституция Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. В ноябре, практически сразу после Октябрьской революции, Центральный комитет Союза провозглашает образование Горской республики. Этим же решением в Центральный комитет Союза был преобразован Горское правительство. Председателем правительства стал чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдулмеджид Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народов Северного Кавказа, однако просуществовал недолго. В мае 1921 года решением Центрального исполнительного комитета Горской автономной Советской Социалистической Республики шариатские суды снимаются с довольствия. Тактика большевиков по отношению к мусульманам на заре советской власти приносила свои плоды. На заре советской власти среди мусульман Северного Кавказа был популярен лозунг «За советскую власть, за шариат». Большевики не упускали из виду вопросов шариата. Киров, выступая с речью о шариате на учредительном съезде Советов Горской Республики от 21 апреля 1921 года, заявлял, что советская власть не имеет ничего против религиозных постулатов, если они не проявляют попыток негативного вмешательства в политическую обстановку. Но толерантное отношение большевиков к шариату и к исламу недолго длилось. Уже в мае 1924 года в Горской АССР Институт шариатских судов был ликвидирован. Тем не менее, в Чеченской Республике шариатские суды продолжали официально существовать вплоть до 1925 года. 3 мая 1927 года начала действовать регулярная авиалиния Москва, Минеральные воды, Грозный, Баку, Тбилиси. Чуть ранее Совнаркомом было принято постановление, в котором отмечалось огромное экономическое, политическое и военное значение нового вида воздушного транспорта. Была признана необходимость организовать регулярную авиалинию. В целях организации пересадочной станции было решено под этот проект выделить в Грозном участок земли размером в 1 квадратный километр для устройства аэродрома. Для гражданской авиации требовались особые специальные спроектированные самолеты. На первых порах это были в основном одномоторные 7- и 10-местные машины смешанной или цельнометаллической конструкции. Большой популярностью на многих местных и международных авиалиниях пользовались Фоккеры и Юнкерсы различных моделей. 15 мая 1932 года в Алдах родился заслуженный артист ЧССР, актер театра Альвий Дениев. В памяти людей Дениев всегда будет ассоциироваться с персонажем Сутарли из пьесы «Божали». Судьба свела его с Абдулой Хамидовым в 1956 когда шел знаменитый набор в чечено-ингушский ансамбль песни и танца. Хамидов распознал в молодом человеке актера, и вскоре Альвий из ансамбля перешел на работу в театр. Самобытный, неповторимый талант Дениева глубоко и ярко раскрылся и в мировой, и в национальной драматургии. Актерская биография Дениева началась с исполнения роли Тымчука в спектакле «Асламбек Шерипов» Халида Ашаева. Первое почетное звание
жалование он получил за исполнение роли Абдуллы в фильме «Я буду танцевать». Но всенародное признание к нему пришло после спектакля «Божали». «Сутарби» – так называли его после знаменитого спектакля. Альвединеев ушел из жизни на 54-м году, 29 мая 1985 года. В 1992 году по ходатайству Союза театральных деятелей Чеченской Республики его именем была названа Театральная площадь в Грозном. В мае 1944 года в целях выявления антисоветских и уголовных элементов среди спецпереселенцев в Казахскую ССР с группой оперативных работников был откомандирован заместитель наркома внутренних дел СССР Круглов. В обязанности Круглова его группы входило в месячный срок проверить работу местных органов Министерства внутренних дел по осуществлению административного надзора за выселенцами, в особенности в части надлежащего учета поселенцев и обеспечения режима, исключающего возможность побегов. По итогам проверки было возложено принять необходимые меры и доложить о результатах непосредственно в ЦК ВКПБ. По итогам деятельности Круглова уже к июлю этого же года было арестовано 2196 спецпоселенцев, дела которых были рассмотрены особым совещанием. Группой Круглова было также создано 429 спецкомендатур НКВД для наблюдения за режимом проживания и оперативно-чекистского обслуживания спецпереселенческих семей. 1 мая 2000 года происходит очередная неудачная попытка покушения на муфтия Ахмада Кадырова. К этому времени, по неофициальным данным, он пережил уже более 2 десятков покушений. 1 мая 2000 года Ахмад Кадыров сообщил журналистам о готовившемся покушении на его жизнь. Были задержаны 2 человека, которые сознались, что готовили покушение. Сотрудники службы безопасности муфтия изъяли у них мину с дистанционным управлением. Уже через несколько дней, 13 мая 2000 года, на восточной окраине Гудермеса было совершено покушение на сына Ахмада Кадырова Рамзана. Радиоуправляемая мина взорвалась в тот момент, когда машина Рамзана Кадырова проезжала по федеральной трассе Кавказ. Он получил осколочное ранение и был контужен. Машина была сильно повреждена. По словам Ахмада Кадырова, только высокая скорость спасла жизнь его сыну. По неофициальным данным, только за 2001 год Ахмад Кадыров пережил 12 покушений. В ходе гражданской войны на Северном Кавказе 1919 года главнокомандующий вооруженными силами Юга России Антон Деникин правителем Чечни назначил прославленного командира артиллерийской бригады в русско-турецкой войне 1904 года. Обладатель наградного золотого оружия и кавалер орденов Святого Георгия 4 степени, Станислава и Анны 1 степени с мечами генерала от артиллерии Ирисхана Алиева. Кто он и откуда бывший правитель Чечни и генерал от артиллерии чеченец Ирисхан Султан Гирей Алиев? На эти и другие вопросы мы и постараемся ответить в нашей постоянной рубрике «Жизнь замечательных людей». Революция 1917 года внесла раскол в каждый из горских народов. Не стали исключением и чеченцы. Чеченская военная и политическая элита того времени разделилась на 3 лагеря. Пробольшевистский лагерь представляли Асламбек Шарипов, Абдул-Рашид Исаев и депутат 2-й Госдумы, видный общественный и политический деятель Таштемир Эльдарханов, выступавший за создание рабочего крестьянского государства. Вторая сила была представлена в лице Тапы Чермоева, ведущего нефтепромышленника и председателя Горской республики. Сохраняя нейтралитет в противостоянии между большевиками и белогвардейцами, Тапа Чермоев ратовал за независимость Горской республики, признанной, как известно, де-юре Турцией и де-факто Германией, Польшей, Болгарией. В третий политический лагерь вошли сторонники реставрации Российской империи, которые встали на сторону белогвардейского движения. Так единомышленником Деникина был знаменитый Ибрагим Чуликов, с 1918 года председатель Чеченского национального совета в Старых Атагах, а среди самых крупных военных чинов Ирисхан Алиев, всю жизнь служивший царской армии. В ходе гражданской войны на Северном Кавказе в 1919 году главнокомандующий вооруженными силами Юга России Антон Деникин правителем Чечни назначил именно генерала Ирисхана Алиева. Кто он? Бывший правитель Чечни и генерал от артиллерии Ирисхан Султан Гирей Алиев. По происхождению Алиев выходец из селения Эрсиной и был женат на дочери чеченца генерала Арцу Чермоева, княжне Салиме. Послужной список с анкетой автобиографии генерала Ирисхана Алиева есть и в военно-историческом архиве. В анкете он сам описывает свое происхождение, есть данные о семье, жене и прочее. Ну и, разумеется, послужной список, где служил, какие должности занимал, когда и чем награжден и прочее. В то время высшими званиями военной иерархии считались генерал от кавалерии, генерал от артиллерии и генерал от пехоты.
Имея очень высокий военный чин генерала от артиллерии, Ирисхан Алиев прославился в качестве командира артиллерийской бригады в русско-турецкой войне 1904 года. Кроме того, участвовал он в русско-японской и в Первой мировой войне, командуя одно время даже российским корпусом, огромным соединением, состоящим из нескольких дивизий. Горец в качестве командующего корпусом русской армии – огромная редкость для того времени. Генерал от артиллерии Алиев Ирисхан Султан Гирей родился 20 апреля 1855 года. Окончил военное Константиновское и Михайловское артиллерийское училище. Произведен в подпоручике Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. По окончании в Михайловской артиллерийской академии Алиев последовательно командовал 3-й артиллерийской бригадой, дивизионом и 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. Первой кампанией, в которой участвовал Алиев, была русско-турецкая война 1877-1878 годах. Причем здесь он награждается орденом Станислава 3 степеней с мечами и бантом за участие в русско-японской войне 1904-1905 годов. В период мукденских боев Алиев награжден золотым оружием. В одно время в ходе боев за Мукден он был даже назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего русским фронтом. За участие в этой войне Алиев был награжден золотым оружием и орденами Святого Георгия 4 степени, Станислава и Анны 1 степеней с мечами. В своей книге «Записки русского офицера» Деникин описывает поражение русской армии в одном из сражений в русско-японской войны 1904 года. Как пишет автор, армия дрогнула и начала отступать. Дело шло к бегству. А больших резервов для того, чтобы остановить наступление японцев, не было. Русская армия, по описанию Деникина, вот-вот побежит, как вдруг воюющие стороны с изумлением услышали звуки музыки и увидела бригаду Алиева, которая выкатилась на пригорок со своими орудиями. Все подумали, что он с ума сошел. Бригада – это, конечно, больше, чем полк, но не в силах остановить отступление такой махины, как армия. Тем не менее, Алиев дал приказ артиллерии выступить вперед. Артиллеристы начали нахально расстреливать наступающих японцев. Во вражеских рядах наступило замешательство. Храбрые воины японцы, видимо, не ожидали такого поворота событий. Они решили, скорее всего, что последует какая-то более масштабная акция, что в контрнаступлении идут резервные силы русской армии. Им в голову не пришло, что дерзкий артиллерийский огонь есть не что иное, как психологическая атака, и она достигла своей цели. Японцы дрогнули. Эти несколько часов оказались достаточными для организации отступления отдельных воинских соединений. Уже тогда Ирисхан Алиев попал в поле зрения Антона Деникина. Позже Алиев участвовал в Первой мировой войне, командуя одно время даже российским корпусом, огромным соединением, состоящим из нескольких дивизий. Алиев был одним из 2 генералов при отречении императора Романова, второй генерал Гусейхан Нахичеванский, азербайджанец по происхождению. Оба они оставались верными своей присяге до конца. В мае 1918-го Алиев выехал из Петрограда, где находился в распоряжении Верховного Главнокомандующего, в Чечню. На Кавказе он предложил свои услуги правительству горцев Кавказа и в ноябре 1918-го зачислен в распоряжение Главнокомандующего добровольческой армией. В марте 1919-го, после занятия Чечни частями генерала Ляхова, Алиев прибыл в Грозный и на съезде чеченских народов избран верховным правителем Чечни. Как считал генерал, большевики несут разрушение и гибель малым народам, поэтому он и ответил согласием на предложение Антона Деникина стать белогвардейским правителем Чечни. Деникин пришел на Кавказ в феврале 1919 года, когда большевики уже установили власть в регионе. Как известно, эпицентром военных конфликтов с белогвардейцами стали Чечня, Ингушетия и позднее Дагестан. И здесь, в Чечне, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением, имевшим свою подоплеку. Дело не в этом, что чеченцы и ингуши разделяли взгляды большевиков, являясь их сторонниками по убеждениям. Суть в другом. Участвуя в военных действиях против Деникина, в войнах и воевали против
против казаков, на которых опирался белогвардейский генерал. Причиной противостояния являлся земельный вопрос. Среди прочего, в ходе правления Деникина были разгромлены чеченские аулы, не признавшие власть добровольческой армии. В знак протеста против жесткости и насилия в отношении горцев со стороны генерала Эрдали, а также осуждение добровольцами ответных действий горцев, заявил о своей отставке. Сегодня очень трудно судить, кто из трех сил, пытавшихся влиять на общественно-политическую жизнь Чечни в ходе гражданской войны, был больше прав. Все они были патриотами, руководствовались чувством долга, ратовали за установление порядка в Чечне, но увидели его по-разному. В этом и заключалась трагедия каждого из них. Однако при всей сложности анализа тех военно-политических процессов одна правда есть, ее надо признать. Большинство простых людей, поверив большевикам, примкнуло к ним. Поэтому судьба сторонников независимости северокавказских республик, таких как Тапа Чермоев, и тех, кто надеялся на реставрацию великодержавной России в лице Ибрагима Чуликова и генерала Эрисхана Алиева, была предопределена. Плохо это или хорошо, сейчас определенно сказать сложно. Если не разбираться во всех тонкостях той ситуации, может, Алиев даже был большим реалистом, чем Чермоев, ведь если говорить на чистоту, Горская республика присутствовала почти исключительно в умах ее руководителей. После отставки генерал Алиев отошел от Деникина, причем именно из-за резкого несогласия с действиями добровольческой армии на территории не только Чечни, но и всего Северного Кавказа. Как считает ряд исследователей, поражение Деникина в борьбе с большевизмом было в какой-то степени обусловлено именно ожесточенным сопротивлением, которое оказали Белой армии жители Республики Северного Кавказа. После отступления добровольческой армии из Терской области генерал от артиллерии, выдающаяся личность Эрисхан Султан Гирей Алиев, был арестован большевиками и помещен в Грозненскую тюрьму. И незадолго после этого расстрелян по приговору Ревтрибунала вместе с сыновьями Эгларханом и Эксанханом. По тем временам это было логическое завершение военной карьеры человека, всю жизнь воевавшего на стороне царя и самодержца. На этом наша программа подошла к концу. Я надеюсь, вы провели время с пользой. Удачи всем!